Самое главное у нас, наверное, в Башкирии – это нефть. Тот, кто знает труд нефтяника, он, конечно, сам по себе является подвигом. Для меня башкирская нефть, я считаю, моя жизнь. Война позволила нам нарастить и добычу нефти, нарастить мощности по переработке нефти. Нефть никогда не добывалась легко. Вот эта нефть, это МГДУ, это было наши средства к существованию. Это жизнь, практически это наша жизнь. Башкирская нефть для меня с самого начала значила и значит, что это наша сила, наша мощь. 90-летие башкирской нефти является знаковым юбилеем не только для Башкирии, но и всей нашей страны. Это история трудовых подвигов и великих достижений, совершенных первыми поколениями башкирских нефтяников. Выражая особую признательность ветеранам нефтяной промышленности Башкирии, заложившим фундамент нефтегазового потенциала республики. 90-летняя история развития Башнефти – это история развития. Это постоянно шаг делался вперед в развитии. Улучшение качества и глубины переработки, улучшение и увеличение нефтепереработки, нефтедобычи. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности, почетные гости. Мы рады приветствовать вас на праздновании вашего профессионального праздника. Кадерлі достар, бетеде hüneri bayramığı, neft hem hizmet, neft hem gaz sanatı hizmetkarları günümünü koyunları kutlayız. Neft hem gaz sığarı, yengil bulmağın, yavaplı hem maqtavlı hizmet. 2222 год для нефтяной промышленности Башкирии ознаменован исключительно важной и торжественной датой – 90-летний юбилей башкирской нефти. И сегодня мы чествуем вас, дорогие друзья. Вы своим трудом внесли и вносите значительный вклад в историю республики, сохраняя славные трудовые традиции в приумножении нашего национального богатства. Heddiğinin nomatlı hizmetiget hem yukarı şəxsi yavablığın nəticəsində kişilərə umaylı turmuş təmin edilə. Hem bir hediyə bugün hünəri ustalığı düşsün. Rəhmət bildirəbid. Bayram bilen həddə tuttar. Торжественный концерт, посвященный 90-летию начала добычи первой башкирской нефти и празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности, объявляется открытым. Звучат гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан. Теплых слов спешит поздравить вас глава администрации Татышлинского района Шейхисламов Фанур Рафисович. Уважаемые работники нефтяной промышленности, уважаемые ветераны, я от всей души, от себя лично, от имени администрации хочу поздравить вас, во-первых, с профессиональным праздником и, конечно же, в этом году вся республика отмечает с юбилейной датой с 90-летием начала добычи башкирской нефти. Важно отметить, что ровно 65 лет назад, в 1957 году, на территории Татышлинского района из скважины номер 13 Юго-Машевского Максимовского месторождения около деревни Ракты забил первый у нас в районе фонтан нефти. Своеобразно тоже мы отмечаем юбилей Татышлинской нефти, я скажу, 65-летие. И в 60-м году возле деревни Бодряшево пробурена скважина номер 1 Татышлинского месторождения, которая работает по сей день. Хочу отметить, что на территории района
расположено 1200 скважин, и суточная добыча нефти составляет 2500 тонн. И с момента запуска первой скважины по сегодняшний день добыто почти 50 миллионов тонн нефти. Важно отметить, что нефть дала мощный импульс развитию, социально-экономическому развитию нашего района. И мы не скрываем, мы гордимся этим и говорим, что при поддержке нефтяной компании, основной нашей башкирской Башнефти, было построено много объектов. Хочу напомнить, что много улиц было заасфальтировано именно благодаря поддержке, финансовой поддержке от Башнефти. Мы все татарштинцы знаем, прекрасно видим, пользуемся услугами физкультурно-оздоровительного комплекса «Планета Спорт», крытого хоккейного корта. Ну и для наших детей работает прекрасный, современный на 2 района, не только на наш район, и на Аскинский район, реабилитационный центр для детей и подростков. Ну и в этом году достраивается уже, сейчас на стадии сдачи, прекрасный детский сад в селе Старый Курдым на 50 мест. Было сделано 2 моста на территории Картяевского сельсовета. И в этом году мы, я думаю, все видят, многое делается по ремонту водопроводных сетей в районном центре нашего села Верхний Татышлы. Более 10 километров водопроводных сетей мы в этом году ремонтируем. И, конечно же, по просьбе жителей наших, тех, кто в республику заезжает, при поддержке именно Башнефти, сегодня у нас обновляется въездная стела в республике Башкортостан с Пермского края, который скоро уже ближется к завершению. Кроме того, много делается за последние 2 года. Отремонтировано дорог как самой Башнефти, так и общего пользования. Мы видим, это 2 километра обновлен асфальт в селе Старый Курдым. Порядка в целом щебеночным ремонтом сделано 15 километров дорог, которые пользуются у нас нефтяники. Но впереди планы по дальнейшему надлежащему содержанию и ремонту. Это в направлении 6-го промысла. Ну и сейчас мы обсуждаем с Башнефтью вопрос, так скажем, ремонта уже дорог местного значения, где у нас наиболее проблемные участки. За что, конечно же, я хочу выразить слова благодарности компании и всем сотрудникам за то, что мы благоустраиваем наш район. Еще раз от имени жителей района выражаю огромную благодарность за ваш труд. Как было сказано уже, труд нефтяника – это уже отдельный подвиг, это героизм. Действительно тяжелая работа и опасная работа, как для жизни, для здоровья, всегда сопряжена с риском. Я хочу отметить, что в последнее время очень много уделяется внимания вопросам безопасности, охраны труда в компании. Благодаря этому мы без несчастных случаев работаем, вы работаете на производстве, на добыче черного золота. Пусть никогда не иссякнет поток черного золота в наш район, в нашу республику, поскольку это, так скажем, основная составляющая нашей промышленности, как и Ради Фаритович отмечает. И тем более в сегодняшнее время в условиях санкционного режима. Недавно на Восточном форуме президент страны отметил, что от специальной военной операции, от санкционного давления страна у нас будет иметь только все больше, и мы ничего не потеряем, мы наращиваем свой экономический суверенитет, как экономический, так и политический суверенитет. Уверен, что в дальнейшем наша нефтяная промышленность будет развиваться, и, конечно же, в тесном взаимодействии с нами, с администрацией и с населением будем решать наиболее важные, необходимые для нас проблемы и задачи. Уважаемый Владимир Атласович, уважаемые работники и ветераны, я от всей души вас искренне поздравляю с этим профессиональным праздником и с юбилейной датой.
как с 65-летием Татарштинской нефти, так и с 90-летием Башкирской нефти. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, успехов, ну и безопасных условий труда. С праздником вас, Байрам менен! И газа ООО «Башнефть добыча». Бурными аплодисментами приглашаем вас на сцену. За добросовестный труд в сфере нефтяной промышленности в связи с Днем работника нефтяной, газовой и топливной промышленности и 90-летием начала добычи первой башкирской нефти благодарственные письма администрации района вручаются Хакимову Рустему Диккатовичу, начальнику Краснохолмского ЦДНГ номер 4 ООО «Башнефть добыча». Такое же благодарственное письмо вручается Закирову Ангаму Родионовичу, начальнику Краснохолмского ЦДНГ номер 6 ООО «Башнефть добыча». Фото на память. Под шквал аплодисментов, дорогие друзья. Поздравляем вас, приглашаем занять ваши места в зрительном зале. За добросовестный труд в сфере нефтяной промышленности в связи с Днем работника нефтяной, газовой и топливной промышленности и 90-летием начала добычи первой башкирской нефти благодарность администрации муниципального района Татарштинский район выражается Султанову Ильнару Анисовичу, оператору по сбору газа Краснохолмского участка цеха подготовки и компримирования газа номер 2 ООО «Башнефть добыча». Шаймиеву Рустему Рамилевичу, оператору обезвоживающей и обессоливающей установки Краснохолмского цеха подготовки нефти и газа ООО «Башнефть добыча». Мухаммадинову Марату Риповичу, оператору обезвоживающей и обессоливающей установки Краснохолмского цеха подготовки нефти и газа ООО «Башнефть добыча». Нигаматьянову Марату Фандусовичу, оператору добычи нефти и газа Краснохолмского цеха добычи нефти и газа номер 4 ООО «Башнефть добыча». Кашфулину Ильшату Адыгамовичу, мастеру по добыче нефти и газа Краснохолмского цеха добычи нефти и газа номер 4 ООО «Башнефть добыча». Аубакирову Самату Акрамовичу, оператору добычи нефти и газа Краснохолмского цеха добычи нефти и газа номер 4 ООО «Башнефть добыча». Касимову Фагилю Рафисовичу, оператору добычи нефти и газа Краснохолмского цеха добычи нефти и газа номер 4 ООО «Башнефть добыча». Гайсину Айдару Ириковичу, оператору пульта управления в добыче нефти и газа Краснохолмского цеха добычи нефти и газа номер 6. Миннибаеву Ильнару Рамилевичу, оператору пульта управления в добыче нефти и газа Краснохолмского цеха добычи нефти и газа номер 6 ООО «Башнефть добыча». Усманову Азату Сагитьяновичу, трубопроводчик линейно-Краснохолмского цеха технического обслуживания и ремонта трубопроводов ООО «Башнефть добыча». Сегодня он по уважительным причинам отсутствует. Зарипову Рамилю Анисовичу, электромонтеру Янаульского цеха эксплуатации электрооборудования ООО «Башнефть добыча».
Хабибьяновичу, мастеру по ремонту скважин общества с ограниченной ответственностью РЕН-сервис в городе Уфа. Экспедиция номер 4. Зарипову Равилю Анисовичу, мастеру общества с ограниченной ответственностью ИК Сибинтек, филиал макрорегион Уфа. Нурисламову Алмазу Ханифовичу, слесарю-ремонтнику общества с ограниченной ответственностью РЕН-ремонт НПО. Карамову Филюсу Васимовичу, машинисту бульдозера общества с ограниченной ответственностью РН Транспорт. Габасову Малзаду Мазгатовичу, машинисту бульдозера общества с ограниченной ответственностью РН Транспорт. Шаймухаметову Ринату Камиловичу, мастеру общества с ограниченной ответственностью РН Ремонт НПО. Коллективное фото на память. Благодарим Фанура Рафисовича за теплые слова и добрые пожелания. Дорогие друзья, поздравляем вас с заслуженными наградами. Добрый вечер, уважаемые коллеги, гости, ветераны. Сегодня проводим торжественный вечер, посвященный 90-летию добычи нефти на территории Республики Башкортостан. В первую очередь хочу поблагодарить Фанура Рафисовича, администрацию Татышлинского района за эту замечательную инициативу отметить профессиональный праздник нефтяников, проживающих в районе. Хочу поздравить всех с нашим профессиональным праздником, Днем работника нефтяной и газовой промышленности. Несколько исторических фактов, о которых уже сказал Фанур Рафисович, но повторюсь. В 1957 году на территории Татышлинского района была пробурена первая скважина, подтверждено наличие запасов нефти, и в последующие годы бурением разведочных скважин были открыты Югомашевское и Татышлинское месторождения, являющиеся основными крупными месторождениями на территории республики. С этого времени началось активное освоение месторождений, бурились скважины, прокладывались трубопроводы, строились линии электропередач, объекты подготовки нефти. В 1968 году образовался Татышлинский участок нефтепромысла номер 3. В 1971 году вблизи села Курдым образовался нефтепромысел номер 4. В 1984 вблизи села Новокайпаново нефтепромысел номер 6. В этом виде они существуют и работают и сейчас. Процесс добычи нефти невозможен без бурения скважин, ремонта скважин, транспортного обеспечения, энергоснабжения, ремонта механического оборудования, систем автоматизации связи. Такие рабочие профессии, как оператор добычи нефти и газа, оператор обезвоживающей, обессоливающей установки, оператор подземного и капитального ремонта скважин, электромонтер, трубопроводчик, бурильщик, водитель,
слесарь-ремонтник составляет коллектив нефтедобывающего предприятия. В советский и постсоветский период все процессы трудовые были сосредоточены и везде в Башнефти, и в стране, в одном структурном подразделении Башнефти, НГДУ, Краснохолмснефть. Шло время, на предприятиях нефтяной отрасли, как и в других отраслях, проводились структурные изменения, были выделены в отдельные предприятия процессы бурения скважин, сейчас это РН-бурение транспорта, обеспечение РН-транспорт, обеспечение эксплуатации и ремонта механического оборудования РН-ремонт НПО, ремонт скважин, РН-сервис. Несмотря на это, все работающие на этих предприятиях делают общее дело, добывают нефть. Поэтому для всех нас это общий профессиональный праздник. Сегодня это прекрасный повод собраться вместе, пообщаться, отметить лучших. Что можно сказать о сегодняшнем дне? Сегодня на территории района находится в работе 1200 скважин. Годовая добыча нефти составляет 1 миллион тонн. Для обеспечения роста добычи применяются современные технологии оборудования. Это бурение горизонтальных скважин, гидроразрывы пласта для повышения нефтеотдачи, автоматизированная система эксплуатации скважин и объектов. Все, что сейчас создано, все это создано сейчас трудом ни одного поколения нефтяников. Хочу сказать большое спасибо ветеранам производства. Благодаря вашему труду достигнуты высокие темпы развития производства. Сегодня мы достигли и удерживаем высокие показатели по добыче нефти, что способствует развитию республики и страны. Еще раз спасибо вам, уважаемые ветераны, за ваш труд и наставничество. Что можно сказать о будущем? Запасы нефти на территории района с уверенностью позволяют сказать, что добыча нефти будет вестись еще не одно десятилетие. И хочу сказать, что, наверное, наше месторождение, это одни из рекордсменов по оставшимся запасам на территории республики. Это значит, что впереди у нас много работы, как для всех, кто работает сейчас, так и до следующих поколений. Сегодняшней молодежи Татышлинского района, думаю, что есть повод задуматься о выборе этой профессии. Работа нефтяника будет и будет стабильна еще долгие годы, это точно. В завершение хочу еще раз поздравить всех присутствующих, всех, кто работает сейчас, ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе, с Днем нефтяника. Хочу пожелать успехов в работе, семейного благополучия, крепкого здоровья. Еще раз большое спасибо за организацию этого праздника. Уверен, что этот день всем запомнится и будем вспоминать о нем. Спасибо. Пролетели вмиг ночи летние, осень красная все листвой зашла, а любовь моя безответная, в чем моя вина и твоя вина? Я сама не знаю, я прошу совета, безответным чувствам и трудно жить. Подари березка мне свои сережки, на свиданиях мило уходить. Я сама не знаю, я прошу совета, безответным чувствам и трудно жить. Подари березка мне свои сережки, на свиданиях мило уходить. Журавлиный плач, тучи серые, от любви своей я схожу с ума. Стала жизнь моя беспросветная, виновата я, виноват не ты. Я сама не знаю, я прошу совета, безответным чувствам и трудно жить. Слов благодарности в этот день заслуживают ветераны, чей опыт, трудолюбие и ответственность являются мощнейшим ориентиром для молодого поколения рабочих. Мы выражаем слова благодарности за ваш труд во благо процветания нашей республики. С особой гордостью нефтяники вспоминают начальника нефтепромысла номер 4 Сиразидинова Фаниса Кашаповича. За заслуги перед Отечеством он был награжден орденом Дружбы народов. Нурисламова Раниса Назиповича, Шакрисламова Альтафа Галяскаровича, Валиева Ришата Мухаммаднуровича, Фазалова Рамиля Бакиевича. Многие сотрудники награждены почетными грамотами. Ветеран труда, оператор по добыче
нефти и газа Шарафиева Нюра Мингараевна была награждена орденом Трудового Красного Знамени и орденом Знак Почета. Мухамедов Фазылгаян Зиевич награжден медалью за трудовую доблесть, и ему объявлена благодарность Министерства энергетики Республики Башкортостан. Габбасов Ангам Мулахметович за достижение в труде удостоен звания «Отличник нефтяной и газовой промышленности», почетный нефтяник Республики Башкортостан. Ахияров Тимирхан Миннуллинович награжден медалью за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса, знаком «Почетный нефтяник». Дахиев Фердовес Авхадиевич награжден орденом Трудовой славы 3-й степени. Кашапов Фидаиль Ахметович, заслуженный нефтяник БА СССР, награжден знаками «Победитель социального соревнования». Шамсудинов Ильгиз Равилович, заслуженный нефтяник Республики Башкортостан. Шамсиева Люза Адгамовна награждена медалью за долголетний и добросовестный труд. Награжденные почетными грамотами и благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации операторы по добыче Асхат Зарипов, Инзиль Садреддинов, Рашид Шафигулин, Фируза Шагиева. Мастер ПРС Гатаулин Риф Амирханович награжден почетной грамотой Министерства нефтяной промышленности БАССР, дипломом «Лучший мастер». Благодарности и искреннего уважения заслуживают ветераны-операторы КРС, операторы ПРС, диспетчеры, операторы по добыче нефти и газа, водители и трактористы. Вспомним сегодня Валиуллина Габдулхая Набиулловича, почетного работника топливно-энергетического комплекса, почетного работника нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, Шеймухаметова Равиля Муллаяновича, награжденного значком за успехи в социалистическом соревновании по добыче нефти. На протяжении многих лет дружным, сплоченным коллективом цеха номер 6 руководил заслуженный нефтяник Республики Башкортостан Лукманов Раиль Гарифанович. Он всю свою жизнь посвятил работе в нефтяной отрасли республики. Под его руководством нефтепромысел района помогал сельскому хозяйству района, организациям и учреждениям района через содействие в строительстве дорог, водозаборных скважин, жилья для своих работников и их семей, поддержку техникой во время полевых работ, помощь в ремонте инженерных коммуникаций социальных объектов. Сегодня на нашем мероприятии приветствуем ветеранов нефтепромысла номер 6. Насруллин Данил Ямилевич возглавлял цех с 2007 по 2017 годы. Балагуддинов Навхат Халимьянович, заслуженный работник Минтопэнерго Российской Федерации, мастер по добыче нефти и газа. Награжденные почетными грамотами и благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации, операторы по добыче, почетный нефтяник Российской Федерации Зарипов Бектимир Милиатович, Габдрахимов Вил Фидусович, Исмагилов Рафис Фаритович, Асылямов Хикматулла Габсаликович, старший механик Фазрахманов Рафит Хайварович, геолог Гусманов Исмагил Рашитович. Благодарности и искреннего уважения за самоотверженный труд заслуживают ветераны-буровики Ильгизар Амиров, Денис Шарафуддинов, Ануар Мазитов. Дизелисты-мотористы Абзал Шайнуров, Фарис Ахматнабиев, Максим Шайхуддинов, почетный нефтяник России Мавляви Мухаммедшин, Муса Галямов, геолог Василий Гореликов. Водители и трактористы Азат Дмитриев, Наиль Гильфанов, Хамид Усманов, Халид Шеймухаметов, Маузат Габбасов, Тимирхан Шайнуров, Физзат Шайдуллин, братья Хамис и Анис Салимовы, Ангам Садриддинов и многие другие. Нельзя не упомянуть о ветеранах отрасли, которые одним из первых трудились и на промыслах, и буровых. Мастер бригады ПРС Ахнав Губайдулин, Иван Машаров, Разим Аубакиров, Аркадий Самигулов, герой социалистического труда Фанус Фаизов, Гарабир Магасумов, Равиль Асраров и Фазылкарам Арсланов. К сожалению, их уже нет с нами, но память о них будет вечной. Слово предоставляется возглавлявшему цех номер 6 с 2007 по 2017 годы Насруллину Данилу Ямилевичу.
уважаемые коллеги, друзья, товарищи. Вот смотрю в зал, все лица знакомые, со всеми пришлось долгие годы работать. Значит, в этом году вся республика отмечает 90-летие башкирской нефти. Значит, 16 мая 1932 года начинается начало промышленной добычи нефти в Башкортостане. Через 3 года уже, в 1935 году, добыто Ишимбайским нефтепромыслом 400 тысяч тонн нефти. Бурное развитие нефтяной отрасли в годы войны и послевоенное время позволило Башкирии выйти в лидеры по добыче и переработке нефти в Советском Союзе, ну и далее в России. И Башкирия из аграрного региона стала одним из центров индустриализации. История же Татарстинского месторождения начинается со скважины Один-Тат, пробуренной 13 августа 1960 года. В 1968 году образован Татарстинский участок по добыче нефти при РИЦ-4. Первым мастером и до выхода на пенсии был Машаров Иван Иванович. В 1984 году, в январе, организован ЦДНГ номер 7. В 1997 году, после структурных изменений, ЦДНГ-6. Теперь КЦДНГ-6. С этого года бурение и ввод скважин ежегодно растет. В 1984 году осенью я прибыл на этот промысел. Значит, эксплуатационный фонд скважин составлял всего 38 скважин. Ну, на текущий момент более 300 скважин. Ну, вспомним первых начальников. Первым начальником был Муфазалов Рузалин Шакурович, Ярулин Ремир Тухватович, Кашвиев Ильдар Амирович, Лукманов Раиль Гарафянович. Ныне все они уже покойные. Земля им пухом. С 2007 года по 2017 год мне пришлось руководить КЦДНГ номер 6. Все эти годы мне посчастливилось работать под руководством таких прекрасных специалистов, людей, как Сирозиденов Анис Кашакович, Садыков Леонард Юсупович, Пензин Юрий Гаврилович, Лукманов Раиль Гарафянович и многие другие. Рядом со мной все эти годы работали отличные специалисты, хорошие люди. Гусманов Исмаил, Латыпов Ришат, Рамазанов Фирхат, Аслямов Хикматулла, Балобыттинов Равхат, Зарипов Биктимир, Исмагилов Рафис. Ну, перечислять можно бесконечно. Все они хорошие работники. Все эти годы объекты нефтедобычи без электроэнергии не функционируют. Значит, обеспечением электроэнергии занимался старший мастер Мусанаев Георгий Михайлович. Спасибо ему за хорошую работу. Механическую службу поддерживал в хорошем состоянии, организовал, обеспечил всем необходимым и, проведя своевременный ремонт, обслуживание, Файзрахманов Рафит Хайванович. Все они отмечены за свой труд правительственными ведомственными наградами. Я благодарен судьбе, что более 30 лет мне пришлось работать вместе с вами на Татарстинской земле. Спасибо вам всем за это. С прошедшим праздником. Здоровья вам. Всем счастья. Ныне работающим без аварийной работы. Спасибо. Сопричастность к общему делу и высокая ответственность. Именно эти черты характерны для тех,
кто из поколения в поколение остается верен профессии. Семейные династии, связавшие свою судьбу с нефтяной отраслью, сумели передать от одного поколения другому свое мастерство, приверженность к избранной профессии. Почета и уважения заслуживают династии нефтяной промышленности. Вот уже несколько поколений нефтяников трудятся на благо нефтяной промышленности республики. Приветствуем на празднике династии из села Старый Курдым. Семейную династию Гатауллиных, общий стаж более 190 лет. Габбасовых, общий трудовой стаж династии 139 лет. И Кашфуллиных. Династии из села Верхние Татышлы. Ахмед Сафиных, династии Имамовых, Шарафисламовых, братья Раджапов Абдулмалик и Рашид Нурдинов, Дмитриевых. Общий стаж трудовой этих династий 125 лет. Семейные трудовые династии – бесценное богатство и опора любого предприятия и достояние всей страны. Желаем счастья, здоровья вам и вашим семьям на века. Слово предоставляется ветерану, многие годы проработавшему в нефтепромысле номер 6, ныне главному редактору районной газеты «Татышлинский вестник» Файзрахманову Рафиту Хайваровичу. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Признаюсь, очень волнительно после 3 лет отрыва от вас вновь встретиться с вами, со своими коллегами, со своими сослуживцами. Я искренне поздравляю вас с нашим праздником. Желаю вам здоровья, успехов и всего-всего-всего. Ну, как журналист, я приготовил доклад на 15 страниц. Послушайте, пожалуйста. Потому что более 60 лет на сугубо патриархальной сельскохозяйственной земле Татышлинской появились нефтяники. Они оказали неоценимое влияние, вы сами понимаете, да. Если перечислять, это долго. Пришли буровики, пришли другие люди, другим мировоззрением, другим менталитетом. И они в корне изменили нашу жизнь, надо это признать. И чего стоило, вот ветераны помнят, чего стоило электроснабжение, дизель-электростанция это шло, у нас ведь света не было. Дизель-электростанция буровиков обеспечила нас электроэнергией. Ну тот же магазин Орси я не могу не упомянуть, доселе невиданные нами товары, мы могли купить там. В работу потянулись местные жители. Они перестраивались из сельских ребят, механизаторов, трактористов, становились рабочими. А рабочий класс, пролетариат, это уже совершенно другое мышление, это уже другие люди, становились другими людьми. Тут много о начальниках цехов, о руководителях говорили. Это действительно столпы, мощные такие фигуры. Это надо признать. Влияние нефтяников на развитие района было огромным. Вот сейчас здесь говорили, Фанур Рафисович перечислял, это построили, но в те чуть-чуть далее ранние времена помощь нефтяников была, она еще тогда была, конечно, большой. Допустим, тот же первый корпус больничного городка был построен как производственно-диспетчерский пункт нефтепромысла номер 6, номер 7 тогда еще. Ну, это тоже были такие времена. Что еще хочу сказать? Оказывалась нефтяникам огромная помощь. Помимо НГДУ еще начальники промыслов обладали очень большой возможностью в помощи. Здесь говорили уже. Работа в поле от весны до осени. Мы помогали техникой. Социальные объекты, инженерные сети, прокладка, ремонт и так далее. Вот, если упомянуть, первая мечеть в районе, Бодряшевская, отопление сделали мы, они питались от электросети Башнефти, тогда такое возможно было. Вот. Огромная заслуга нефтяников. Я горд тем, что я тоже участвовал в этом деле. К
сожалению, вот сегодня мы упоминали здесь начальника объединенного в то время нефтепромысла номер 4, к которому подчинялся и нынешний 6-й, Фаниш Кашапович. Он очень хотел приехать, но, видимо, здоровье, возраст, он не смог приехать. Он очень хотел, я с ним позавчера созванивался, имел большое желание. Уникальный человек. Уникальный. Ну, по секрету скажу, что он настолько прикипел к Татышлан-Татышлинском районе, не только он вообще не наш, он приехал с Западной Башкирии, с Октябрьской или с Ишимбайской, я не помню. Он не наш, я вроде бы по рождению, но он наш по своей сути, по своей душе. Я вам скажу, что он до сих пор выписывает нашу районную газету, живя в Янауле. Вот это хочу сказать. И про Лукманова Раиля Гарифьевича тоже не могу не упомянуть. Это мощнейший человек, к сожалению, его год с нами нет уже. И, пользуясь тем, что я вот на этой трибуне, обращаюсь к нашим ветеранам, к руководству НГДУ, к руководству промысла нашего 6-го. Может быть, я понимаю, нефтяники суровые, не очень сентиментальные люди, может быть, есть смысл на здании ПДП нефтепромысла номер 6 установить мемориальную доску, память о нем. Как вы думаете, коллеги? Спасибо. И еще что хотел сказать. Раз уж предложение, еще второе хочу сказать. 65 лет. Вы упомянули, вы тоже посчитали, как 65 лет, не только 90, 65 лет Татышлинской нефти. Это тоже знаменательное событие для нас, и об этом нельзя забывать. И вот еще следующее мое предложение. Владимир Анатольевич, я понимаю, это опасный производственный объект, но все такие сложности, действующая скважина. Может быть, исходя из того, что, много здесь нюансов, может быть, есть смысл скважину номер 1 ТАТ как-то, обозначить ее, каким-то памятным местом обозначить. Пусть это будет нашей достопримечательностью района. Мы ведь сейчас делаем, чтобы было что показать. Показываем наши известные места. А почему скважина номер 1 не должна быть таким местом, объектом, я не скажу там преклонением, местом, чтобы приходили люди, смотрели, видели нашу историю. Опять же, можно было бы сюда приводить школьников. Профориентация, это же святое дело. Вот такое мое предложение. Владимир Анатольевич, это от вас зависит, от НГДУ. Вот такое. Вот еще хочу сказать, стало доброй традицией в районе по отраслям проводить такие встречи. Это очень хорошее, я считаю. Мы все вот так встречаемся, разные отрасли. Вот сегодня собрались нефтяники. Это мощнейшие наши люди, мощнейший наш костяк, контингент. Еще раз я вам хочу пожелать здоровья, успехов в вашем нелегком труде, и чтобы начальники промыслов, специалисты, вот здесь перечисляли поколение, династии, да, действительно есть династии, вы их перечисляли. Я вот еще хочу сказать, что начальник промыслов, товарищ Хакимов, он тоже ведь потомственный нефтяник во втором поколении или в третьем, а Ангам Родионович, он нефтяник в третьем поколении. Я очень хочу, чтобы они продолжили традиции нефтяников. И мы, чтобы всегда гордились нефтепромыслом номер 4, нефтепромыслом номер 6. Здоровья вам, успехов. Спасибо. Дорогие друзья, с Днем нефтяной промышленности вас поздравляет Эдуард Борисюк, башкирский танец, генерал Игзаков. Встречаем!
Өткен шақта көрдің сен балықлы яшылы бұлында Келбәлішіп искән желді шәшәк үскен ұранды Нықылап қара сен дүнияға Өзәлікіні көрәлі Аллы гүлі шәшәкілерді Құяшлы бұлияны Нықылап қара сен дүнияға Өзәлікіні көрәлі Allı gülü çeşeklerine Kıyaşlı buluyanı осень в наш город пришла, золотую листву разбросала, гостя доброго в дом позвала, и сама у порога встречала, дождик добрую песню свою, и станцует пусть ветер проказник, вдоль по улице гордо идет. День нефтяника, наш общий праздник, он счастливым он будет для вас. Все вы сможете, все вам по силам. Каждый год, каждый день, каждый час вы приносите славу России. Каждый год, каждый день, каждый час вы приносите славу России. Не пугают востоки волн, ледяные ветра не пугают, всюду вышки растут круглый год, черные нефти фонтаны взлетают, календарь торжествами пестрит. Много знаем мы праздников разных, но сегодня повсюду звучит День нефтяника, наш общий праздник, счастливым он будет для вас. Все вы сможете, все вам по силам. Каждый год, каждый день, каждый час вы приносите славу России. Каждый год, каждый день, каждый час вы приносите славу России. Счастливым он будет для вас. Все вы сможете, все вам по силам. Каждый год, каждый день, каждый час вы приносите славу России. Каждый год, каждый день, каждый час вы приносите славу России. Вы приносите славу России. Дорогие друзья, мы еще раз от всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Пусть с вами всегда будут люди, с которыми можно уверенно планировать завтрашний день. Пусть ваши предприятия процветают и устойчиво развиваются. Һеҙгә һәм яҡындарығыҙға сәләмәтлек, бәхет һәм именлек теләйбеҙ. Һәм тағы бер тапҡыр һеҙҙе байрам менән ҡайнар ҡотлайбыҙ.
Торжественный концерт, посвященный 90-летию начала добычи первой башкирской нефти и празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности, объявляется закрытым.